прямом эфире информационного канала «Якутия-24» итоги дня. С вами Анастасия Кобызева. Добрый вечер. Смотрите сегодня. Бизнес, завтрак, соглашение с Росатомом, встреча за круглым столом Россия и Япония. Якутия продолжает принимать активное участие в Восточном экономическом форуме. Залатали монтажной пеной, но трещина все равно увеличивается. В поселке Чульман до сих пор не закрыт вопрос жителей новостройки. Мост в поселке Ленинский Алданского района откроют для движения легкового транспорта к концу сентября. Годы ожидания, ипотека, сотни тысяч и миллионы рублей, пущенных на ветер. Обманутые дольщики Якутии начали вселяться в дома. Осень – пора окончания дачных забот. Участковые предупреждают об активности дачных воров. Крутят барспин и делают мануал на велосипедах BMX. Число поклонников спортивно-уличных движений и экстремальных увлечений растет. Инвестиционный прорыв регионов Дальневосточного федерального округа в региональном рейтинге «Что дальше?» так назвали сегодняшний деловой завтрак. Активное участие в нем принял Айсен Николаев. Он поделился опытом республики по части развития малого и среднего предпринимательства. Рассказал, что в республике функционируют уникальные для Дальнего Востока институты по поддержке предпринимателей, такие как Технопарк, венчурная компания «Якутия», Тассер Кангаласы. Также сообщил о том, что с июля начала работу региональная лизинговая компания с уставным капиталом 2 миллиарда рублей. При этом Айсен Николаев отметил и проблемы. Самой серьезной он назвал отсутствие эффективных коммуникационных каналов между бизнес-сообществом и властью, а также незаконное предпринимательство. Мы в городе Якутске, когда эта проблема стала очень острой, пошли по пути создания межведомственной комиссии, куда по согласованию с прокурором города мы включили всех руководителей федеральных правоохранительных органов, надзорных органов. Прокуратура у нас как лицо беспристрастное просто присутствовала на всех этих мероприятиях и одобряла или не одобряла наши действия. И на самом деле, благодаря вот их поддержке, мы смогли этот механизм сделать очень действенным, когда мы уже согласовывали план мероприятий по тем или иным отраслям, где особо были нарушения. Например, вот по чистой воде, после того, как Ассоциация производителей чистой воды ко мне обратилась, мы провели такую серьезную работу, провели массу проверок, и в результате не только прикрыли вот это нелегальное производство питьевой воды, но и около 60% нелегалов, они стали уже легальными предпринимателями, потому что они все-таки поняли, что работать по закону лучше. Так? Но еще раз говорю, что это очень такой трудоемкий механизм, и все-таки в этой части нам надо законы в стране все-таки пересматривать, каким-то образом улучшать, так, чтобы мы боролись не только с легальным бизнесом, так, но и в первую очередь нелегальный бизнес вообще бы не мог существовать в нашей стране. Соглашение о сотрудничестве подписали правительство республики и государственная корпорация по атомной энергетике «Росатом». Документ определяет порядок реализации проектов сооружения атомных электростанций малой мощности в республике, включая разработку технико-экономического обоснования и проведение проекта изыскательных работ. В случае реализации проекта сооружение может обеспечить доступным, надежным и качественным электроснабжением населения и промышленные предприятия республики, а также повысить уровень социально-экономического развития Якутии. На встрече за круглым столом Россия и Япония руководитель региона Айсен Николаев подчеркнул динамичное развитие отношений нашего региона с Японией. Он рассказал о создании тепличного комплекса, о ветроустановках в Тиксе, о том, что японские технологии оправдывают себя. В планах включения Якутии в проект «Умный город», также безопасная утилизация медицинских отходов. Речь шла и о создании Центра изучения мамонтовой фауны. Сегодня у нас направление работы с японскими инвесторами в ближайшие 3-4 года планируется в рамках приоритетных направлений сотрудничества. Первым из них, конечно же, у нас является сегодня уже серьезнейший наш проект по созданию круглогодичного тепличного комплекса с корпорацией Хоккайдо. В самых экстремальных условиях на планете, при температурах зимой до минус 55, у нас уже 2,5 года успешно проработала экспериментальная теплица, которую мы построили, и она доказала эффективность японских технологий в климатических условиях Якутска. Сейчас заканчивается второй этап реализации проекта, он будет закончен в ближайшие месяцы, и
следующий, третий этап у нас планируется закончить до конца 2019 года. На площадке Восточного экономического форума подписано положение об играх «Дети Азии-2020» в Улан-Баторе. Игры пройдут в городе Улан-Батор в 2020 году. Международные спортивные игры «Дети Азии» проводятся под патронатом Международного олимпийского комитета и ЮНЕСКО раз в 4 года. Начиная с 1996 года состязания по праву их инициатора принимала Якутия. Добавим, что ранее президент Монголии презентовал игры министру спорта России Павлу Колобкову на рабочей встрече. Работа идет хорошо, уже 50% выполнено. Через 2 года мы будем это все необходимые работы будем готовить. А это мероприятие под патронатом президента Монголии идет. Работа уже, организационный комитет работает хорошо, все работы по плану будем делать. И жду это зрителей из Якутии и приглашаем Монголии. К другим темам. В поселке Чульман Нюрнгринского района до сих пор не закрыт вопрос жителей новостройки по улице Первомайская, 5, у которых по дому пошла трещина. Ее залатали монтажной пеной, но трещина все равно увеличивается. В каких условиях приходится находиться жильцам и как им быть дальше, узнала наша коллега Александра Цыбикова. По программе переселения из ветхого аварийного жилья в ноябре прошлого года семье Набокиных выделили квартиру в новостройке. С момента заселения в ней были обнаружены трещины. А уже с декабря, когда щели заметно расширились, хозяйка дома Марина Викторовна обратилась в администрацию поселка. Пришел ответ от главы поселения Сталика Дерягина. Он отписал БУКу и спецстроймонтаж, кто производил строительство. Никто ничего не устранял, ничего не делал. Поэтому в апреле месяце я опять обратилась уже в БУК, чтобы они устранили недостатки. БУК сказал, что это к ним не относится, что они ничего делать не будут. В июне сего года Марина Викторовна обратилась в Республиканский Роспотребнадзор. В управление надзора за строительством пожаловалась на компанию «Спецстроймонтаж», которая занималась возведением новостроек. И только тогда начались первые сдвиги. Приехала специальная комиссия, осмотрела и зафиксировала трещины. Дала предписание застройщику поставить маячки, фиксирующие изменения, и произвести ремонтно-монтажные работы. Буквально через неделю предписание было выполнено, щели запенили и замазали. Здесь все точно так же. Вот стоит маячок установленный. И вот дальше идет трещина. Прям как шлак по плите. Тут стык плит идет. Вот шов видно, то, что уже вываливается шов начинает. У жильца этажом ниже Николая Владимировича также были проведены ремонтно-монтажные работы. И за этот небольшой период, по данным маячков, уже зафиксировано расхождение в 3 мм. По предположению жителей дома, трещина пошла с подвального помещения и уже сейчас разошлась по всем этажам. Мы не жаловались, не все ждали. Вот замазали, и опять все пошло по-старому. На основании части 1 статьи 36 технического регламента о безопасности зданий и сооружений, который утвержден федеральным законом, безопасность зданий и сооружений в процессе их эксплуатации должны быть обеспечены посредством своевременного и правильного технического обслуживания. Поначалу действительно страшно было, и в данный момент все же остаются опасения, что дом может рухнуть. Как уверяют в администрации поселения, с мая месяца они работают над этим вопросом. После полной диагностики дома выявлено, что в фундаменте трещин нет. Но при строительстве по земельному отводу к кадастровому номеру дом попал на коренные породы. Поэтому была проведена выемка грунта, вследствие чего фундамент получился не монолитный, а сборный, примыкающийся друг к другу. Возможно, это и явилось причиной появления трещины. У нас есть маневренный фонд, по крайней мере, эти жители этого подъезда, вот этой половина левой половины, на улице не останутся. То есть мы примем все меры к заселению, расселению этих жителей. Месяц назад был заключен договор между застройщиком и Якутским научно-исследовательским институтом по выработке рекомендаций для устранения данной проблемы, которые будут выданы 15 сентября. Мы будем следить за развитием событий. Александра Цыбикова, Аяла Мосов, Нюрнгрин. А в поселке Ленинский Алданского района решается вопрос с мостом. На сроки его строительства жалуется местное население. К концу сентября мост откроют для движения легкового транспорта. Уже сегодня по нему можно переходить пешком без боязни упасть или покалечиться. В ситуации разбирались наши корреспонденты.
Скандал вокруг моста, соединяющего две части поселка Ленинский Алданского района, разгорелся в мессенджере WhatsApp, как когда-то горел сам мост. Переход в деревянном исполнении в свое время поджигали, да и сооружение 50-х годов прошлого столетия требовало капитального ремонта. Чтобы не латать старье, решили построить железобетонный переход. По словам главы поселения, подрядчик, выигравший конкурсные торги, приступил к демонтажу старого моста 25 августа текущего года. На время неудобств для жителей поселка соорудили мостки через небольшую речушку, что, собственно, и послужило поводом для недовольства местного населения. Разбор моста где-то затрачено было время порядка 5 дней. Но потом в силу некоторых обстоятельств работы начались с опозданием 3-4 дня именно по укладке водопропускных труб. Проблема была именно из-за того, что не смогли вовремя снять эту трубу. В течение 10 дней мы провели работы, и 7 сентября пешеходное движение по данному мосту было открыто. Кроме того, строительство нового моста осуществлялось из консолидированного бюджета, где незначительную часть составляют средства, собранные жителями поселка. Конечно же, все считают свои деньги. Моментально появился народный контроль и народные эксперты по строительству. 100 тысяч – это сбор населения поселка Ленинский, но сразу говорю, что собрали 63 тысячи. 100 тысяч – это взнос, получается, бюджет администрации, и 1 миллион мы ожидаем получить после, когда уже мост будет сделан, из бюджета республики. По условиям конкурса можно было привлечь еще спонсоров. Мы привлекли спонсоров. 2 недели дискомфорта послужили для массовых вбросов видео претензий в WhatsApp. Люди жаловались на крутые скользкие мостки через речушку и то, что приходится переезжать ее на машинах. По заверению подрядчиков и заказчиков, 30 сентября по мосту можно будет не только ходить, но и проезжать на легковом транспорте. А после госприемки, крайний срок 31 октября, по мосту смогут курсировать грузовые автомобили. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, поселок Ленинский, Алданский район. Решается вопрос и с обманутыми дольщиками Якутии. 15 сентября будет введен очередной дом в селе Чурапча. После этого количество проблемных домов снизится с 9 в начале года до 6. Как будет решаться вопрос, разбирался наш корреспондент Николай Борисов. Годы ожидания, ипотека, сотни тысяч и миллионы рублей, пущенных на ветер, суды, нервные срывы и отчаяние. Для многих дольщиков, недобросовестных застройщиков, это едва не стало нормой жизни. Однако ситуация начинает налаживаться. Были, во-первых, проведены очень масштабные общественные слушания с приглашением непосредственно дольщиков на эти парламентские слушания. Услышаны были все те люди, которые попали в эти трудные жизненные ситуации. И по итогу были приняты 2 закона. Один закон по долевому строительству и второй закон по созданию компенсационного фонда. В число проблемных входят 3 многоквартирных дома компании «Черафика» в столичном микрорайоне Ильинка, дом северной строительной компании по улице Каландрашвили и 2 дома в селе Чурапча. Потенциальный инвестор, будущий застройщик встречается с конкурсным управляющим. Ведется подбор необходимых документов для того, чтобы данная компания зашла как новый приобретатель. И по итогам сегодняшней встречи дальше будут также проводиться работы по сбору необходимых документов и по согласованию с Минстроем России. Наиболее сложная обстановка с домами компании «Черафика». Напомним, в 2013 году строительно-производственная фирма «Черафика» объявила о начале возведения 3 4-этажных жилых блоков. Для этих целей застройщик стал привлекать деньги граждан. Компании удалось собрать около 154 миллионов рублей. Однако дома таки не достроились. Сейчас готовность 3 объектов составляет от 5 до 30%. Для завершения строительства требуется более 200 миллионов рублей. По конкретным объектам, 3 объектам, связанные с Чером, с этой компанией, на мою предыдущую поездку ко мне обратилась группа жителей, которые на самом деле вложили в эту стройку, не получили квартиру и платят ипотеку.
Мы договорились с ними, что в мою сентябрьскую поездку мы встретимся с ними там непосредственно на месте. Мы перед этим совещанием с ними встречались на стройке, обговаривали варианты. Ситуация там непростая, совершенно непростая. Однако помимо домов, официально признанных проблемными, есть так называемая группа риска. Дом у нас с 2014 года строится. В этом году сдали. В марте, получается, после приезда зампреда Трутнева Юрия Петровича. Очень быстро сдали. Хотя он говорил сперва закончить объект, а потом заселять. Завершение объекта передали ООО «Адгезия». Я сегодня разговаривала с «Адгезией». «Адгезия» они отказались завершать объект. Ну и мы не знаем, кто будет завершать. Страхи жильцов обоснованы, ведь 17 сентября в арбитражном суде республики состоится очередное слушание по банкротству компании «Семир». Николай Борисов, Джулустан Иннокентьев, Якутск. Острой остается проблема незаконных построек в столице Якутии. Сегодня Минстрой Республики совместно с управлением Госжилнадзора совершили рейд по незаконным постройкам. Согласно законодательству, управляющие органы практически ничего не могут сделать с такими недобросовестными застройщиками. Поэтому предостерегают якутян от покупки таких квартир. Подробности в материале Юрия Осипова. Собственная квартира – мертвый груз. Жилье в незаконно построенных домах – проблема и для владельцев, и для администрации. Квартиры в них продаются неофициальным, по так называемым серым схемам. В случае приобретения этих жилых помещений, можно сказать, жилых помещений, да, в будущем у граждан будут возникать очень большие проблемы по оформлению права собственности. Кто пытается продать, они будут пытаться продать по низкой стоимости, но тем не менее не надо на это вводиться и не надо приобретать. Нарушителям, к сожалению, по действующему законодательству такого большой угрозы нету. В некоторых из них люди купили квартиры и уже живут. Это относится к дому по адресу переулок Романа Бурнашова, 12/1Б. Часть дома находится на самозахваченной земле. Привлечь к ответственности некого, застройщик умер. И снести дом нельзя, людям некуда идти. В суде такие дела очень сложно выиграть, так как в большинстве своем нет доказывающих документов. К примеру, дом по адресу 50 лет Советской армии, 26. Он стоит в промышленном районе. Владелец утверждает, что построил его под собственные нужды. Все дела, возбужденные по факту незаконной постройки этого здания, в суде были проиграны. Нам оставалось только по материалам, которые направила окружная администрация, провести административное расследование и привлечь застройщика к ответственности за строительство без разрешения на строительство. К сожалению, штраф действительно минимальный – 2000. И это не единственный такой дом. Здание по адресу Маяковского, 89/1Г по документам проходит как гараж. Но так как здесь есть жилые помещения, в судебном порядке было принято решение о сносе 3-го этажа. Сам владелец здания утверждает, что решение суда уже было исполнено и 3-й этаж демонтирован. Сейчас это чердачное помещение. Главная цель рейда – предостеречь людей от покупки подобного жилья. По адресу Лермонтова, 77 недостроенный жилой дом. Его строят на самозахваченной земле и без разрешительных документов. Построен без привлечения средств граждан. И также мы предостерегаем граждан, чтобы не вступали в долевое строительство. Застройщик может попытаться реализовать и по иным договорам, по незаконным схемам, по серым схемам. Поэтому пока разрешение на строительство на этот объект не будет выдано, нельзя участвовать в строительстве данного объекта. Владельцы квартир в таких домах становятся заложниками ситуации. Они не могут оформить жилье в собственность и, соответственно, продать его. Вот и выходит, что людям приходится годами ждать судебного решения. Юрий Осипов, Джулустан Иннокентьев, Якутск. Традиционно закрытие дачного сезона вызывает рост активности дачных воров. Как обезопасить свою фазенду и что необходимо знать перед консервацией дачного домика, в материале Дмитрия Тымырова. Никто не хочет стать жертвами дачных мошенников, которые пробираются в дома через незакрытые окна и двери. Такая вероятность растет в геометрической прогрессии, ведь с каждым годом число дачных краж только увеличивается. У нас с начала года по нашей территории официально зарегистрировано 11 краж, которые были совершены.
Ну, как мы прекрасно знаем, это преступление высоколатентное. Очень многие жители просто-напросто не обращаются в органы внутренних дел по данным преступлениям. Но тут хочется отметить, что большинство все-таки преступлений у нас в этом году зафиксировано по Вилюйскому тракту. Там 8 преступлений из 11 это произошло именно на Вилюйском тракте. Как говорят сами дачники, жертвами грабежа становятся те из них, кто не проживает на участке, а бывает там лишь наездами и не имеет во дворе хотя бы четвероногой охраны. Дачникам на дачах надо жить постоянно. Если не будут жить, собак не будут иметь, будут постоянные кражи. Каждый год на дачах лазят весной и осенью. Обворовывают, вещи вытаскивают, увозят, огороды выкапывают. Так что нужно хорошую собаку иметь. И жить постоянно, от начала сезона до сезона, а не наездами. Воров трудно поймать. Дачники Вилюйского тракта предлагают свой выход из ситуации. Объединиться и тесно работать с народными патрулями. Например, с казачьим полком. Дело в том, что нужно будет объезжать, как только сигнал поступил, да, надо объезжать все наши вот эти вот, как говорится, кооперативы. Но кооперативы сами тоже должны говорить, какой кооператив, где украли, что украли. А вот у сотрудников столичной полиции свой взгляд на выход из положения. У нас есть многочисленные частные охранные предприятия. Есть, например, отдел неведомственной охраны Росгвардии, с которой может заключить, например, договор охраны. Но это в зависимости, конечно, от каждого гражданина, кто хочет. Потом очень многие дачные участки, в принципе, они могут нанять тот же ЧОП или сторожей, скинуться и обеспечить безопасность своих дачных участков. Воры обычно ищут цветные металлы, остатки еды и ценные вещи. Это может быть новая мебель, бытовая техника и инструменты. С начала осени полицейские посещают с рейдами городские дачи. За этот сезон ими уже зафиксировано 38 случаев ограбления. Дмитрий Тымыров, Павел Пахомов, Якутск. Сейчас небольшой блок рекламы и смотрите далее на телеканале «Якутия-24». Крутят бар-спин и делают мануал на велосипедах BMX. Число поклонников спортивно-уличных движений и экстремальных увлечений растет. Фотоконкурс «Алмазный край фото». Кто стал победителем? Образовательный проект «Школы городов России. Партнеры Москвы» в Якутске. Что обсуждают на семинарах? Мы продолжаем выпуск. За последний год образовательный проект «Школы городов России. Партнеры Москвы» посетили около 60 городов России. Якутск стал одним из них. Подробнее в материалах нашего корреспондента Анастасии Даниловой. Ознакомиться с образовательными практиками педагогов Якутска приехали их коллеги из Москвы. В течение 4 дней делегация педагогов столичных школ проведет различные мастер-классы, круглые столы, а также посетит 16 образовательных организаций нашего города. Встретили, как всегда, мы радушно. Вчера прошла актовая встреча в общеобразовательной школе номер 18, где мы приветствовали наших коллег, рассказали о нашем городе, о нашей республике. Кроме этого, была культурная часть, у нас выступал ямщицкий ансамбль. Темы семинаров различные, от электронных инноваций в педагогических технологиях до ресурсных школ по работе с детьми с инвалидностью. Представители столичных образовательных учреждений отмечают, что Якутск во многом идет наряду с новейшими педагогическими технологиями. Есть принципы, которые заложены в систему образования Якутска, которые действительно очень похожи на те, которые реализует система московского образования. В частности, например, в Якутске существует и электронный журнал, и электронный дневник, и образовательные различные программы. В завершении программы будет подписан меморандум и соглашение о сотрудничестве между Департаментом образования города Москвы и Управлением образования Якутска. Анастасия Данилова, Павел Пахомов, Якутск. В Мирном завершился фотоконкурс. Участники загружали фото Мирного, Ленска, Айхала и Удачного в соцсети. На протяжении месяца пользователи заполняли альбомы своих городов. В личном зачете проекта победила Елена Телина из Удачного. Ее работы набрали больше всего лайков подписчиков. Как давно Елена занимается фото и какие работы были самые яркие, знает Злата Курбанова.
Хотелось бы пожелать телекомпании «Алмазный край», чтобы чаще проводили такие конкурсы, и тогда люди будут безумно счастливы. Елена Телина – победительница фотоконкурса медиакомпании «Алмазный край». Она – фотограф-любитель. Фотографировать, обрабатывать и придумывать идеи для фотоснимков Лена начала еще со студенчества. По студенчеству у нас был предмет фотодело. Когда первый раз я побывала на этом предмете, мне он очень понравился. Преподаватель был замечательный. Вот после этого я полюбила фотографировать, вообще фотографии. И приобрела фотоаппарат, и это стало моим хобби. Елена работает пресс-секретарем в городской администрации. Фотоаппарат всегда с собой. Часто приходится запечатлять мероприятия города и его достопримечательности. За время работы собрался немалый фотоархив. От знакомых Елена узнала, что медиакомпания «Алмазный край» запустила фотоконкурс и сразу же решила отправить свои работы и наблюдала за ходом фотомарафона. Я следила, я даже у себя на страничке сделала репост, попросила, чтобы за меня проголосовали. Наблюдала, особенно в последние минуты голосования, смотрела. Потом по окончанию, когда посмотрела, что я победила, не верила. Долго не верила, пока вы мне не позвонили. Елена отправила на конкурс более 30 фоторабот. Признается, самая любимая фотография, где запечатлена достопримечательность удачного – местный храм. Наиболее яркая работа была вот фотография церкви, вот этих букв, надписи «Любовь». Также были фотографии всех наших достопримечательностей. У нас их немного. Это памятник защитникам Отечества. Также на БК вот памятник. Были стеллы, различные цветочки. Все, что в нашем городе украшает. Елена часто публикует свои фотографии на разных сайтах. Как говорит, так я могу продемонстрировать не только свои работы, но и красоту и жизнь города. Злата Курбанова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край». Пора отпусков и летнего отдыха закончилась. Спортсмены возвращаются к привычному режиму. Возобновили свою работу спортивные залы. Ленские тренеры в ожидании будущих чемпионов. Идет массовый набор мальчишек и девчонок в секции. Какие именно, узнавал Роман Такмаков. Летние деньки закончились, а вместе с ними каникулы в спортивных комплексах. Наступил счастливый период для тех, кто свободное время проводит активно. Кто посвящает свой досуг игровым видам спорта, гимнастике или покорению нового веса, лежа под штангой. Спортивные залы открыты. С 20 августа по полном объеме работы начали спортивные залы «Карат» и «Виктория». И вот с 3 сентября, с этой недели, получается, подключились к работе спортзал «Олимп», спортзал «Темп». И получается, у нас уже лыжная база тоже, наши лыжники уже начали там работу. Уже набирают функциональный объем, уже начинают готовиться уже к старту. С открытием спортивного сезона заработали спортивные секции. Сейчас в них ведется активный набор малышей и подростков. Выбрать есть из чего. Отделение национальных видов у нас набирают это хапсагай и масс-рестлинг. Набирают ребятишек с 9 лет. Также ведется набор в секцию баскетбола. У нас появился новый тренер с 9 лет. Далее тренер Шустов Юрий Александрович по волейболу набирает детей 2006, 2007, 2008 годов рождения. Осуществляется набор в секцию по стрельбе из лука под руководством Пляскина Александра. Табарова-Бунавша настроена воспитывать будущих чемпионов по лыжным гонкам. Тренеры Щедриков Борис и Кольченко Иван ждут 7-летних мальчишек в секцию по хоккею с шайбой. Ребята и их родители ждут в спорткомитете на стадионе «Алмаз». Возможно, с этого первого шага начнется большой путь в большой спорт. Роман Такмаков, Олег Соснин, Сергей Счастный, телеканал «Алмазный край». С каждым годом число поклонников спортивно-уличных движений и экстремальных увлечений растет. О том, как на южных рубежах республики подростки крутят барспин и делают мэнуал на велосипедах BMX, узнали наши нюрнбергские коллеги. Размер колеса 20 дюймов, полное отсутствие подвески, одна передача, усиленная, облегченная рама и никаких тормозов.
Вот, пожалуй, основные особенности велосипеда BMX, езда на котором переросла в целое движение и стала олимпийским видом спорта. Сначала мне купили скоростной, я еще не знал, что такое BMX. Потом ездил, смотрел, как трюки делают. Захотел себе BMX. Долго ждал, мне его купили. Как давно на нем ты катаешься? Второй год я. Второй год? Какие-то трюки получается делать? Ну, да. За короткий летний сезон в Якутии ребята успевают отточить мастерство управления и разучить несколько новых трюков. В отличие от кикскутеров, которые имеют возможность тренироваться круглый год, зимой BMXеры загонят свои велобайки в гаражи или на балкон, где те будут пылиться до следующего сезона. Как давно ты занимаешься? Второй сезон. Всего? Год. То есть, получается, за год ты уже научился, да, эти трюки делать? Да. Сложно? Ну, практика. Все практикой. Летом мало. Да? Летом мало, да. А зимой чем занимаетесь? Зимой мы катаемся на крытых помещениях, таких как горняк. Излюбленное и, пожалуй, единственное приспособленное место для занятий этими направлениями в Нерюнгри является скейт-площадка в парке имени Черяева, которой уже явно маловато, чтобы вместить всех увлеченных в эти трюковые уличные, но тем не менее виды спорта. Остается надеяться, что по программе развития моногородов администрация и промышленные гиганты обратят внимание на данные увлечения подростков. И в нашем городе появится современный вместительный скейт-парк. Сергей Козюра, Вадим Барашков, Нерюнгри. Таковы итоги дня. Мы продолжаем следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Оставайтесь с нами.